Радость встречи. Это встреча с древней уйгурской историей и уникальной цивилизацией. Уйгуры – создатели одной из великих культур Шелкового пути и исповедовали разные религии – тенгри, манихейство, несторианство. А с первого тысячелетия здесь расцвел буддизм. Время и пространство – врата в иной мир. Будда – не единственное, что есть в этих пещерах. Если быть внимательным, то легко увидеть, что здесь правил не один лишь уйгурский род яглака. Здесь кипела жизнь животных. Только в пещерах уйгурского козыла насчитывается 60 тысяч изображений. Эти уникальные изображения едва уцелели за тысячи лет войн, религиозного фанатизма и разграбления. Скала из песчаника – это темно-зеленое море, горы возвышаются, леса густые. Неисчислимые животные и птицы бегают, летают и обитают среди этих цветов и деревьев. Уйгуры привнесли окружающих живых существ в мир Будды, и животные стали хозяевами пещер из песчаника. Слоны, медведи, олени, обезьяны, львы, орлы, лошади и так далее. Многочисленные животные оживают в каждой пещере. Кто же пригласил их сюда тысячелетия назад? Чьи же взгляды созерцали их на протяжении сотен и тысяч лет? Когда верующие благоговейно возносят молитвы Будде, те цветы, деревья, животные и птицы, что были с ними изо дня в день, становятся частью мира Будды. Это знакомое далеко, близкое благочестие. Но животные отнюдь не просто статисты. Идея равенства всех живых существ позволила животным стать важными рассказчиками великого буддийского уйгурского учения. Одна за другой, картина, изображающая сюжеты о животных, рассыпана по пещерам. Одна за другой, истории оживают перед глазами молящихся. Эти истории взяты из джатак, рассказов о прошлых жизнях Будды. Но уйгуры вдохнули в учение Будды новую жизнь и новые смыслы, значительно обогатив его. Говорят, что в лесу был лотосовый пруд, в котором жил водяной демон, пожирающий животных, приходивших на водопой. Однажды мудрый царь обезьян привел своих сородичей к воде. Он велел обезьянам воткнуть в пруд сухие тростниковые стебли. Таким способом они не только смогли напиться, но и не были схвачены водяным демоном. Мораль этой истории об интеллекте, который способен победить любую угрозу, даже демонов. А эта история также происходит из буддийского канона Маха Прач Непарамита Шастра. Давным-давно один путник попал в снежную бурю. Он был голоден, замерз и сбился с пути. Жизнь его висела на волоске. Увидев путника, голубь исполнился сострадания. Тогда голубь сначала собрал хворост, разжег огонь и отдал его путнику, чтобы тот согрелся. Затем голубь решительно бросился в пылающий огонь. Поджарив себя, он позволил путнику утолить голод. Приняв эту жертву голуба, путник вскоре восстановил силы. Уйгурский художник вложил в камень мораль. Истинная сила в готовности отдать себя ради другого. Это логика человека, логика Будды или логика этого мира. Возможно, это и не важно. Год за годом, поколение за поколением. Уйгуры входили в пещеры и выходили из них. Уйгуры были одним из самых грамотных народов своего времени. Их вера в Будду запечатлена не только в текстах на многих языках, но и в красочных фресках, чтобы потомки могли видеть их рисунки и понимать истории. Когда замечаешь радость внутри и вовне цветка, только тогда в твоем сердце расцветает лотос. Уйгуры, смотрите и помните. Это наше наследие, это наша история. Издревле наши предки были основой цивилизации Центральной Азии.